Всем здравствуйте! Так, праздники у нас, значит, прошли. На улице такой морозец. Холодновато немножко. Сейчас посмотрим, сколько градусов у нас показывает на термометре. На термометре у нас показывает 21 градус мороза. Погода вообще прелесть. Это самая хорошая погода. Пусть такая погода всю зиму у нас будет. Никакой метели, никакой пурги. Главное, солнечная, чистая. Такая светлая погода. Немножечко морозец. Но это терпимо. 20 градусов для нас. Я вот сейчас покажу. У нас вон солнышко, яркое такое солнышко, небо чистое, погода безветренная, птички слышно вон поют. Так приятно, так хорошо. Такая погода, наверное, всем нравится. Главное, ветра нету. Если ветра бы было, вообще бы холодно было. А ветра нету и даже вообще хоть гуляй. Сегодня, наверное, на лыжах наши, наверное, девушки, наверное, пошли в такую погоду. Конечно, зря дома сидеть. Те, которые на лыжах ходят по лесу, гуляют. В лесу, наверное, вообще красота. Вот. И у нас там слышно собачка. Умка. Умка лает. Да, она прогуляться вон хочет. Ну ничего. Сейчас немножко подождет. На прогулку его выведу сюда. Да, да, Витенька? Да. Клая, сейчас немножко подожди. Она здесь у нас бегает, да, вот. Такое ровное место стало, где она бегает, где она прогуливается по снегу. О, как ей охота прогуливаться, воет. Сугробы у нас еще не очень такие большие, еще сугробы маленькие. Но только январь еще, там февраль еще, так что наметет еще полным ходом. Да, действительно, когда солнце, вообще радостно, на душе даже радостно, и дома светло. А когда погода пасмурная, а у нас потом, хоть потом свет не выключай.
такой. Ну как? Хитрая. Но умка. Ну вот. Все. Умка. Look, wieder look. Look. Ну, она потом вот здесь побегает, побесится. Такая довольная. Все, отпустили на волю. Да, Умка? Он как резвится. Все вынюхивает, что-то все время вынюхивает. Да? Умка. Что там все вынюхиваешь? Лок любит ты что? Лок любит ты что? Лок любит ты что? А ты... Ну вот, пусть бегает, пусть резвится. Погода хорошая, пусть побегает. Мушка могут меня, мушка могут, мушка могут. Дай лапу, дай лапу, дай лапу, дай лапу. Дай лапу. Look. Умка. Умка.
Умка. Ну все, гуляй, гуляй, Ваня. Гуляй, валяй. Побежала рыщи куда-то. Умка. Как будто кого-то нашла. Такой рыщи побежала.
Дрова занесли. Такая кучка нормальная, да? Ну скажи, Сказали же, морозит 40 градусов. Так что дальше у нас похолодание. Сейчас сегодня 21 показывает. Завтра и холоднее. А на вторник, наверное, еще холоднее сказали. Ну, если честно, что столько-то мы не сожжем сегодня. Нет, конечно, но... Маша запасом занесла. Ну да. И так вот, друзья, каждый день. И так каждый день. Ну, я дальше пошла заносить дрова. Умка. 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 Ах ты меча, бонже. Да, красавица ты наша. Да? А угощение я забыла тебе вынести. В следующий раз сейчас дрова сейчас занесу, да, и вынесу тебе угощение. Да, Умка? Умка. Оп, оп. Вторая собачка там тоже лает. Деток унесли, и она одна осталась. Там вот и лает. Ну и здравствуйте, так сказать, от меня. Вот. У нас уже вечер. Мария отдыхает. Целый день на ногах, бегает туда-сюда. А я, короче говоря, у нас камембер закончился. Камембер. Ну что, он закончился. Прямо на рождественском столе и закончился. Показался он очень вкусным. И я говорю, вот, если вы покушать еще такой-то. И такой нашли похожий там сыр в панировке. Сейчас попробуем сделать, и мне поможет в этом Катерина. И как и что у нас получится, это к чаю. Быстренькая закуска такая к чаю. Попробуем сделать и посмотрим, что из этого получится. Я постараюсь поближе поснимать. Ну, собственно говоря, там яйца для кляра, сухари панировочные, мука и сыр. Нарезан, мы сами уже нарезали на порционку. И включаем сейчас, Катеруша сразу включит духовку, чтобы она уже нагрелась, так сказать. Потому что это все быстро делается. И на горячей тоже будем кушать. Если не успеет остыть, пока будем жарить. Ладно, поехали, друзья. Так, у нас сыр, вот такие кусочки. Сначала в муке этот сыр обваливаем. В муке. Потом, значится, яйцо. Так. И в панировочные сухари. Там присыпаем. Прям вот так присыпаем. И оставляем даже тут. Вот так оставляем. Потом следующий кусочек. Тоже в муке. В муке не надо жалеть, там обильно надо. Яйцо. И сухари панировочные. Сейчас еще третий кусочек, потом этот уже первый убираем, на тарелку ложим. Так. Третий кусочек. Так, теперь эти первые кусочки откладывай в сторонку, вот которые вот первые кусочки положили. Вот сюда на тарелочку откладывай. Нет, ты не стряхивай. Вот. И пошли дальше потом. Ну вот, таким макаром. Короче, весь процесс этой, нехитрый процесс уже снимать не буду, но вот таким макаром мы, так сказать. А, еще повторно еще сейчас покажем, да. Повторно уже надо это сделать.
Ну и, собственно говоря, по второму разу, но уже без муки. Чисто яйцо и сухари. Хватит. Действия то же самое. Вот. Ничего тут, как сказать, нового нету. Ладно, уже буду сейчас показывать уже, как мы там в сотейнике будем жарить. Ну, друзья, давайте жарим. Осторожненько, чтобы не брызгало. 2 штуки положи. И обжариваем по, ну, где-то минуту. По минуте. Все. Видите, как зашворчало. Вкусно должно получиться. Все. Жарим дальше. 30 секунд с одной стороны, 30 секунд с другой стороны. Давай поверните. Вилочкой сразу. Раз, быстренько. И вторую тоже. Раз. Видите, все слегка обжарилось. И опять 30 секунд. И уже на тарелку. Хватит же, наверное, нет? Там пригорит? Какая сторона? А? Вот сторона. Ну, давай, сама. Короче, больше 30 секунд получилось. Где-то по минуте, наверное, держать надо. С одной стороны минуту, с другой стороны. Ну, сейчас тоже нам убирать же надо. Убирай давай, не бойся. Смелее. Ну. Вот, первая вкусняшка. Если остынет, ух, сыр потек. Если остынет, потом уже там можно микроволновку погреть. Потом вторая партия. Вторая партия также. И будем таким макаром жарить. Вот такая вкусняшка. Аппетитно. Очень аппетитно выглядит, друзья. Очень. Все, Катюша жарит. А я уже немножко отключусь потом на некоторое время. Запах вкусный, очень вкусный. Мало массы добавить надо, может, нет? А, пока хватит. Там попозже добавим. Это вторая партия. Хрустящая корочка, внутри расплавленный сыр. Ну вот так, друзья, выглядит наши вкусняшки. Сейчас пока горячие они. Быстренько сейчас чай нальем, и я буду пить чай. Ну что, все готово уже. И чай налит, и вкусняшка готова. Пока не остыл, я сейчас быстренько попробую. Ой, так хрустит все. У нас тут есть варенье клубничное. Это, которое с юга отправляли, с юга. Сюда немножко брусничного соуса не оказалось. Так, с брусничным соусом-то вкусно. Так, это варенье. Поставили. Сейчас. И попробую я тут сейчас вкусняшку. Так, точки ножом надо резать, да? Ножа не оказалось. А?
Корочка хрустит, а сыр расплавился. Вкусно. Вкусная вещь, друзья. Сейчас буду пить чай. Все, разжевал. Быстренько сейчас закончу этот ролик, потому что сыр остывает и застывает. Нужно, чтобы он тянулся. Горячий, он вкусный. Вот. Что хочу сказать. Вот показали мы сегодня, как там Маша воду носит, небольшие пояснения, и дрова заносит, потому что дрова у нас печное отопление, газа нету, и каждый день топим дровами, и каждый день надо заносить на 2 печки. Печки у нас 2 дрова, такую охапку. Получается 2 охапки. Вот что видели около печки. Вот, и на вторую печку примерно тоже так же. И вода. Вода так-то заходит в дом. Ну, то есть это есть водопровод, колодец рядом, но его не используем для питьевой воды, вот эту воду, потому что она в большинстве идет для нужды. Ну вот ванной еще я моюсь. Для стиральной машины, для ванной, потом там посуду помыть, еще что-то. А вот пить пьем только воду с колодца, где вот этот колодец у родителей. Потому что там очень, видать, родник, наверное, такой, очень вода вкусная. Раньше и вообще была вкусная, когда скотину держали, потому что там обмен этой воды часто, большой обмен происходил. Потому что там скотине там коровы, 2 коровы, считай, там 2 теленка. Знаешь, сколько воды надо? То самое, натаскаешь там домой, да, и вода это постоянно обновлялась, так сказать, и очень вкусная была. Сейчас тоже вкусная, но раньше еще вкуснее была. И мы для питья, для готовки всегда используем эту воду. Поэтому вот Маше приходится еще и заносить воду. Ну, что потом, деревня, а что потом, жизнь такая. Вот. Ну и заканчивая этот фильм, я буду сейчас кушать вот эту вкусняшку. Очень даже вкусно получилось. Всем советую приготовить на быструю руку. К чаю очень вкусно. Ладно, всем пока, всем удачи. До новых видео. Пожелаю себе и вам побольше встречи на нашем канале у нас с вами. Всем пока, друзья.